одной из карабуланских общеобразовательных школ Эл Тичева. К сожалению, она не указала номер школы, в которой работает, и просит нас рассказать в своей программе о правах и обязанностях классного руководителя. Честно говоря, нас немного удивила такая просьба быть классным руководителем и не знать свои обязанности, даже трудно себе представить. Скорее всего, Эл Тичева смущает то, что в методический день директор обязал ее приходить на работу. Специально для вас и для тех классных руководителей, которые до сих пор не знают свои обязанности, мы попросили рассказать об этом главного специалиста управления образованием города Карабулак Фатиму Арцханову. Вот я ознакомилась с содержанием этого письма и хочу сказать следующее. Классный руководитель, он полностью должен знать все о своем классе, начиная от его жилищных условий и заканчивая его учебной деятельностью. Он обязан видеть состояние ребенка, какое у него здоровье, какое зрение, где он должен сидеть в классе, какое к нему должно быть отношение, какая индивидуальная работа должна с ним проводиться. И, конечно, где нужно оказать в учебной деятельности, классный руководитель должен оказывать помощь своему ученику, в классе, которым она занимается. Сказать, какие права и обязанности. Классный руководитель – это как вторая мать. И считать себя обузой классное руководство, классный руководитель, который действительно классный руководитель, он не может. Во-первых, классному руководителю за его деятельность оплачивается за классное руководство. Помимо этого, выполняя национальный проект, образование, он получает еще дополнительно 1000 рублей ежемесячно из федерального фонда. И классный руководитель, я бы сказала, трудная, конечно, работа, ответственная. Нужно и за безопасность жизни, и правила дорожного движения. Надо знать, чем занимается этот ребенок, с кем он дружит, что он читает. В смысле, классный руководитель должен полностью владеть информацией, как воспитывается ее воспитанник. Относительно того, что здесь пишется, что единственный методический день их вынуждают. Извините. Значит, методический день дается не для того, чтобы учитель дома спал. Он дается для того, чтобы он улучшил свою работу, качество преподавания, чтобы он смог пообщаться с родителями данных учеников, чтобы он смог оказать помощь действенную. И поэтому методический день не каждый, наверное, и понимает, для чего он дается. Надо, конечно, и самообразованием заниматься, это не секрет. Надо читать литературу, надо интересоваться. Ну а тему читаем, которые подробно хотят ознакомиться с инструкцией для классного руководителя, просьба обратиться к директору своей школы. Я уверен, он обязательно вам поможет.